Пока большинство жителей Ингушетии сидят дома на самоизоляции и ждут окончания эпидемии, Руслан Кокурхоев не перестает трудиться на благо народа. Дорожным работам он посвятил более 20 лет и твердо уверен, современные и качественные автомобильные дороги – это всегда залог безопасности как водителей, так и пассажиров. Второй этап реконструкции запустили 2 недели назад. К этому времени дорожные строители успели снять старое дорожное покрытие, провести выравнивание и укрепление земляного полотна, а также частично уложили первый слой асфальтобетона. Сейчас мы проложили 900 метров и следом начали бордюр. После бордюра пойдет верхний слой еще 6 сантиметров. Толщина слоя здесь 13 сантиметров общая, 7 нижняя и 6 верхняя. Согласно проекту, ширина проезжей части, включая обе полосы движения, будет составлять 7,5 метров, а дороге будет присвоена вторая категория. Здесь также планируют полностью заменить бордюрный камень и обустроить пешеходный тротуар шириной 1,5 метра. И это далеко не все преобразования. В обустройство дороги у нас входит, это, конечно, разметка дорожная с термопластика. 173 дорожных знаков на данном участке, 11 пешеходных переходов, которые будут оснащены светофорным объектом Т7 на искусственном освещении, который работает на солнечных батареях. В прошлом году Ингушавтодор досрочно завершил все дорожные работы и необходимые мероприятия по 5 объектам в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их общая протяженность составила почти 11 километров, и обновленная транспортная линия Назрань-Грозный станет еще одним шагом на пути к развитию дорожной инфраструктуры в регионе. Завершить строительные работы на этом участке автодороги планируют уже в конце июля. Рабочие уверяют, после того, как период самоизоляции закончится и автолюбители массово заполнят транспортную артерию региона, их ждет приятный сюрприз в виде качественной и, главное, безопасной автомобильной дороги. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.